Ассаламу алейкум, приветствую зрителей канала. Сегодняшнее наше выступление специально для канала Даймёк онлайн. Тема нашего выступления достаточно интересная и актуальная. И касается она названия чеченцев, чеченцы, и названия и происхождения истории названия аула Чечен-Эл. Существует много различных версий, достаточно противоречивых и относительно того, когда возник этот аул, кто его основал, и относительно того, какова связь между сегодняшним названием чеченцев, то есть тем, как чеченцев называют другие народы, и именем этого аула. Для того, чтобы разобрать этот вопрос, нам необходимо пройтись по материалам и документам средневекового и даже позднесредневекового периода. Итак, прежде всего мы возьмемся за источники середины XVIII века. Достаточно интересные подробности или версии о возникновении аула Чечен-Аул излагают потомки братьев Турловых, которые в середине XVIII века написали письмо Фрауендорфу, в котором излагали следующую версию. Согласно этой версии, якобы их предок, это было 3 брата, Загаштук, Алхан и Алибек Турловы. Якобы Алибек явился на место современного аула Чечен-Аул и встретил там камень, на котором было написано Чечен-Тала, и якобы он основал населенный пункт, который сегодня известен как Чечен или Чечен-Эйл, и именно ему приписывается основание этого села. Дело в том, что сам факт того, что данный источник указывает на существование камня с надписью Чечен-Тала на этом месте, уже сообщает и дает повод для того, чтобы усомниться в версии, которую преподнесли почти через 100 лет после возникновения современного Чечен-Аула потомки братьев Турловых. Делалось это, естественно, для того, чтобы легитимировать свои претензии на управление этой территории и на то, чтобы иметь какие-то земельные наделы там посредством уступок, посредством помощи и поддержки царской власти. Кстати говоря, в этом письме они как раз-таки просили у царской администрации, у Фрауендорфа войска для того, чтобы они поддержали их в подавлении сопротивления и негодования местного чеченского населения. Так вот, для того, чтобы разобрать этот вопрос, нам необходимо подчеркнуть следующее. Во-первых, появление Турловых, то есть братьев Турловых на чеченской плоскости, имеет отношение к концу первой половины, середине 17 века, то есть 1630-е, 40-е, 50-е годы и так далее. И нужно сказать, что существует документ, это договор между чеченским предводителем Алдаман-Рейзой и между братьями Турловыми. Оригинал этого документа был переведен и опубликован вместе с ксерокопией оригинала Тимуром Айтберовым, и в нем сообщается о том, что Турловы, которые на тот момент располагали владениями, земельными владениями на территории Гумбета в Михельтах, обращаются за помощью, поддержкой и покровительством Гази Алдамова с тем, чтобы он выступал на их стороне в случае, если у Турловых будет конфликт с выходцами из Гумбета. Кто такой Гази Алдамов? Это чеченский предводитель Алдаман-Рейза, и он был назначен в качестве сначала областного предводителя в Чеберлое. Назначен был высшим судебно-законодательным, тогда еще органом власти, Мехкейлом, до того, как из него выделилась отдельная законодательная ветвь, которая впоследствии стала называться Мехклетышем. Так вот, главное, на что сейчас нужно обратить внимание, то есть, во-первых, покровительство Турловым дают чеченцы в лице Гази Алдамова, который представляет главную верховную власть Чечни. Во-вторых, только после этого начинается появление Турловых на плоскости, и после этого они появляются в Алдах, а затем появляется населенный пункт, который сегодня известен как Чечен-Аул. Это раз. Следующее. Относительно того, когда был населенный пункт вообще Чече или Чечен возник, когда село это возникло. Дело в том, что до сих пор считалось и упрямо утверждалось, что основание Чечен-Аула датируется 1651 годом, и что именно Турловы, а точнее Алибек Турлов, является его основателем.
И для того, чтобы опровергнуть это утверждение, мы прибегнем еще раз к документам. Это документ 1665 года, это свидетельские показания грузинского митрополита Епифания, а также вообще грузин и тушин относительно города Чечень. Подчеркиваю, это сборник документов «Русско-чеченские отношения» Кушевой. И я зачитаю вам цитату, опуская некоторые подробности. «Город Чечень, многоточие, отчего и кто его разорил, того не ведают». Обратите на это внимание. «И ныне, где на том месте вал земляной есть, а близко где того города Чеченя, ныне поселился деревнею Кумутской Мурза Алкан. Он ныне поселился близко города Чеченя». Конец цитаты. Обратите здесь внимание на следующее. Во-первых, город Чечень фигурирует здесь в документе 1665 года отдельно. Это раз. Он называется городом разоренным, на месте которого ныне существует только земляной вал, то есть в 1665 году. Это два. И третье, близко этого города поселился Кумутской, в действительности гумбетовский Мурза или князь Алкан Турлов, то есть один из трех братьев. Близко города Чечени он поселился. В действительности именно то место, которое сегодня мы знаем как Чечен-Аул или Чечена, это и есть вот тот населенный пункт, который был основан, но не представлял собой изначальный населенный пункт, который известен как Чече или Чечена или Нано-Чече. Где же находился вот этот вот город Чечень, который был разорен, и кем он был разорен? Дело в том, что мы уже сказали, что на месте современного Чечен-Аула Алхан или Алибек обнаружил камень, на котором было написано Чечен-Тала. Если мы поизучаем топонимию Ахмада Сулейманова, то обнаружим в нем, что все левобережье Аргуна, вот с территории современного Грозного, через Хамкальское ущелье и далее до начала Аргунского ущелья, представляла собой территорию, которая именовалась Чечен-Хой-Ари. То есть эти земли принадлежали существовавшему некогда крупному населенному пункту, крупному городу, центру, который был известен под названием Чечен. Но, как мы отметили уже, изначально Чечень находился на реке Сунжи. И материалы показывают, что, как об этом свидетельствует документ 1665 года, Чечень изначально находился на месте на левобережье Сунжи и простирался на территории, вот если современные улицы называть города Грозного, вот с территории современной улицы Хабаровской до улицы Красных Фронтовиков или Ларсанова, Назарбаева или Маяковской, вот в этом вот квартале. То есть он включал в себя и территорию завода «Красный молот», ныне это Беркут, рынок Грозненский, и на территории стадиона Белимханова, современного или «Динамо», находилось сельское кладбище. Именно этот населенный пункт назывался Нано-Чече, то есть самый крупный урбанистический центр средневековой, позднесредневековой Чечни. Кто же разорил? Кем был разорен этот город? Разорен он был в 1644 году калмыцким нашествием. Это были калмыки Хо-Орлюка, и на протяжении 10 лет, с 1644 по 1654 год, они фактически контролировали определенную часть плоскости, и лишь некоторые, скажем так, удальцы или люди, заручившиеся поддержкой других владетелей, могли свободно перемещаться по равнине до тех пор, пока чеченцы под предводительством Тиньянвюса и Алдаман-Реза не освободили эти земли. Итак, мы получаем еще один ответ на вопрос. Когда был разорен Аул, Чечень, город Чечень, о котором говорится в документе 1665 года, и был ли он основан Алибеком Турловым? Как вы видите, ответ отрицательный. Алибек Турлов просто основал хутор на территории земель, принадлежавших разоренному калмыками городу Чечень или Нано-Чечень. Возникает следующий вопрос. В таком случае, если Чечень или Чечен-Аул — это просто репродукция ранее разоренного Нано-Чече,
Когда тогда возникает, каким временем нужно датировать возникновение изначального города Чечень? В источниках 15 века, по крайней мере, существует нарративный источник, нарративное сочинение Тарих Гирей-хан. В нем считается, что его первый список, изначальный список составлен в 15 веке, да и события, в принципе, в нем описываются события 15 века, первой половины, середины и третьей четверти 15 века. Так вот, в этом документе относительно Северного Кавказа, если оставить в стороне Горный Дагестан, употребляются два понятия, как административно-территориальная единица. Это вилаят Чаркас и вилаят Чачан. То есть, опять же, мы обнаруживаем термин Чачан, который, как вы знаете, это широко представлено в этнографических материалах XIX века. Считается, что чеченцы получили свое название от имени их главного населенного пункта – Чечи или Чечена. Таким образом, если мы и в XV веке обнаруживаем термин чечен, то выходит и населенный пункт существовал в то время. Хорошо, кто-то скажет, что это нарративный источник, этого довода недостаточно. Посмотрим, что нам сообщают, допустим, источники XIII века. Здесь следует обратиться к исследованию Хаджи Хизриев. Хаджи Хизриев – это известный чеченский историк, который провел титаническую работу, выпустил прекрасный труд, множество статей, касающихся XIII-XIV веков истории вообще Северного Кавказа и чеченцев в частности. Так вот, Хаджи Хизриев обратил внимание на следующий факт. Дело в том, что в описании истории Золотой Орды у Рашид ад-Дина фигурирует термин «сасаны». Некоторые авторы пытались связать этот этноним с саксонами, однако это абсолютно не оправдалось и было опровергнуто. Дело в том, что этот термин «сасаны» описывается при покорении монголами Кавказа, и говорится о том, что сасаны дали монголам троекратное сражение. Более того, термин «сасаны» фигурирует в источниках, допустим, при описании отпора, который дали кавказцы Хорезм-Шаху Джалал-ад-Дину в 1225 году, когда он подошел к Грузии, и Рашид ад-Дин, описывая эти события, сообщает о том, что вот сасанов он перечисляет в числе кавказских народов. То есть это грузины, это армяне, это лезгины, это абхазы и многие другие, и в их числе упоминаются сасаны. И если кто-то попытается опровергнуть этот факт, Хаджи Хизриев сделал еще одно открытие. Более того, Хаджи Хизриев, сопоставляя данные Рашид ад-Дина и упоминаемых им сасанов с другими источниками, обратил внимание на содержание Картлис Хаурема, то есть грузинского источника, описывающего те же самые события. Так вот, в этом источнике при перечислении тех же народов, которые участвовали в коалиции против Хорезм-Шаха, вместо сасанов фигурируют дзурдзуки, которые без сомнения отождествляются с чеченцами. Таким образом, мы делаем выводы, вернее, Хаджи Хизриев делает вывод, абсолютно объективный, о том, что сасаны и дзурдзуки, они тождественны, и когда речь идет о сасанах, то речь идет именно о чеченцах. То есть сасан – это такая фонетическая передача более знакомого нам и более привычного термина чечен. Более того, мы в нашем исследовании также обратили внимание на то, что в сокровенном сказании монголов при перечислении тех же самых народов, которые оказали на Кавказе сопротивление монголам при покорении Кавказа, тоже упоминаются вот эти вот термины. То есть следует обратить внимание, что перечисляются сасуты или сесуты, асуты, серкесуты и прочее. То есть ут или маджарат это этноформант в монгольском языке, и там остается корень сас, сес или серкес, маджар и так далее. Маджары – это кипчаки, это половецкие племена, которые жили на Кавказе, при Предкавказе. Значит, серкес – это черкесы, соответственно, асуты или асы – это жители Центрального Кавказа. Обращаю внимание на то, что территория частично Карачаево-Черкесии, территория Кабардино-Балкарии, частично территория Осетии. Они делились на две области географические. Стур-Ас, большая
Асия и просто ас маленькая Асия. И здесь речь идет именно о географических определениях, то есть асы, сасы и серкесы. Так вот, обращаю внимание на то, что серкес, здесь даже нет необходимости долго думать, это черкесы. И то, что в монгольском источнике XIII века форма черкес передана, где здесь че заменена на с, позволяет спокойно говорить о том, что изначальная форма чечен или чачан или чач, чече была преподнесена или передана монгольскими авторами в форме сеса. То есть, опять же, че заменили на букву с. Таким образом, мы фиксируем термин чачан в XIII веке в монгольских источниках, в тюркских источниках и как бы их эквивалент в грузинских источниках в форме дзурдзуки. Вновь у нас возникает вопрос: если сасаны или чечаны фигурируют в источниках XIII века, если утверждение о том, что чачаны или чеченцы получили свое название по имени населенного пункта, в данном случае Нано-Чече, возникает вопрос: когда же тогда, если это утверждение объективно, когда же или каким временем следует датировать возникновение вот этого изначального города Чечень или города Нано-Чече? Здесь нам приходится прибегать к уже этнографическим источникам, и в преданиях сообщается ровно следующее. Дело в том, что согласно источникам, которые нами были проанализированы, мы написали материалы, опубликовали их. Значит, народное движение против военной хунты, которая возникла в середине XII века на территории Чечни, было возглавлено чеченцем, имя которого, согласно устным источникам, было Чече, но народ за его героическую борьбу и предводительство прозвал его Турпал-Нахчо. И Турпал-Нахчо завершилось вот это вот народное движение под предводительством Турпала-Нахчо против военной хунты освобождением территории современного Ханкальского ущелья, то есть равнины перед горами, вот эти две горы Сюиркуарт, формирующие Ханкальское ущелье. И Турпал-Нахчо осел на месте современной высоты Сюиркуарт, которая с тех пор стала, согласно устным источникам, именоваться именем самого Турпала-Нахчо, его действительным именем. То есть высота эта называется с тех пор Чече. И сам он, после того, как территория равнинная была освобождена, осел там, стал там жить. И предполагается, что населенный пункт, который с тех пор возник и получил тоже название, тоже стал носить то же самое имя Чече. И в этом смысле мы выдвигаем и публикуем эту версию предположения, что если населенный пункт и не был основан это время, то, по крайней мере, согласно письменным источникам, мы можем говорить, что к началу монголо-татарского нашествия Нано-Чече уже существовал город или поселенный, или населенный пункт, а возникновение его можно датировать, предполагать, то есть мы выдвигаем гипотезу, что оно может быть датировано временем не позднее второй половины, а точнее конца XII века, то есть в канун монголо-татарского нашествия. Собственно, на этом мы завершаем наше сегодняшнее небольшое исследование, посвященное вопросу названия чеченцев и населенного пункта села Чечен-Ыла. И завершая все наши выводы, еще раз повторим. Во-первых, сегодняшний Чечен-Аул – это лишь репродукция, то есть это перемещенный на новое место населенный пункт, который изначально возник на левом берегу Сунжи и назывался Чече, а за свою роль в качестве метрополии и за свои размеры носил народное имя Нано-Чече. Согласно документам, которые имеются, этот населенный пункт был разорен до 1665 года, по всей видимости, калмыками, а появление хутора на территории, принадлежавшей этому селу, этому городу Чеченю, появление хутора Алибека Турлова не является основанием этого населенного пункта, а в действительности является строительством хутора, личного имения Алибека, которое после того, как он там поселился,
окружили остальные чеченцы, бывшие выходцы из города Чечень, поскольку эта территория принадлежала городу Чечень, они просто-напросто перенесли это название на новый населенный пункт в том месте, где обосновался Алибек Турлов. Наконец, историю возникновения этого термина с точки зрения письменных источников можно отнести к XIII веку смело, то есть к периоду монголо-татарского нашествия, когда уже, по всей видимости и по имеющимся материалам данным, этот термин уже существовал. И предположительно по этнографическим источникам мы можем предполагать, что возник населенный пункт Чечи и название чеченцев не позднее конца XII века. Если же говорить о значении этого слова, то замечу, что тот же Хаджи Хизриев прекрасно отметил семантику этого слова в тюркских языках, фактически означает одно и то же. Красноречивый, талантливый, то есть обладающий способностью красиво выражаться, благородный в своих изречениях, ну и так далее. Да, вот я